Да? Может быть, мы жили бы более счастливо. У маленькой Мули характер похож. Да, похож. Нет, чувство вины у вас никогда не должно быть. Понимаете, дорогие мои, я верю в Божью волю и в Божий промысел. Если у вас что-то не получается, значит, так и надо. Раз попробовали, два попробовали, 3 попробовали, 5, 10, 15, 20 не вышло. Значит, так и надо. Понимаете? А иногда бывает, что человеку вот кажется, что все очень плохо, все ужасно, все прям вот у него просто отвратительно, все невероятно плохо, и никак это не проходит. А человек думает, я ничего плохого, собственно говоря, я не сделал. И вполне вероятно, что он ничего дурного не сделал. Просто у него сейчас такой период жизни. И этот период надо просто пережить. Тихо и спокойно. И главное, не отойти от Господа в этот момент. Не думать, что Господь оставил, то Господь бросил. Молиться, Господи, помоги мне погибающему. Все кораблец мой погибает. Это искушение волн житейских. И на грани потопления есть. Это молитва есть такая. Ну, конечно же, все хорошо. Конечно, все хорошо. А вот эти книги «Прекрасные долины», их несколько. Их несколько, этих книг. И сейчас должна выйти новая. Книги «Амулет добра», «Волшебный эликсир», «Башня желаний», «Дорога из мармелада», «Страна чудес», «Деревня драконов», «Тайна бульдога и Миналия», «Хозяин Черного озера», «Чудесный камень Маюрми», «Лекарство от доброзловия», «Когда гаснет фонарик», «Замок злых мыслей» и «Великие хранители», которые еще не поступили в продажу, но они уже абсолютно готовы, сделаны, и просто их уже даже печатают. Как напечатают, книга выйдет у нас попадет в магазины. Я читаю эти книги в аккаунте. Я это называю ИГТВ по-немецки, по-английски, наверное, как-то по-другому. О, Боже! Мафия попадает в прекрасную долину. Пришлите мне этот рисунок, пожалуйста, на почту. Не на почту, а у вас есть мой телефон, Дашенька. Пришлите мне его на WhatsApp. Очень вас прошу. Очень хочу. И, Диночка, спасибо вам, мой ангел. Спасибо. Тимошеньке привет там от меня. Поцелуйте его от меня, зайку нашего. Толстушечка. Ой. Ну вот как-то захотели они, очевидно, вместе уйти. Ну, видите, под Новый год, да, что произошло? Ай. Ангелы мои, дорогие мои, любимые, давайте не будем обсуждать Клару Цеткин. Это было давно. Ну и слава богу, что больше всего этого на самом деле нет. В советской стране у женщин было мало праздников. И, честно говоря, их не было бы совсем. Книги посылают за рубежом или только по России? Нет, почему только по России? Вы можете купить эти книги на портале Lit.res как электронные, а как бумажные книги посмотрите, пожалуйста, в профиле моем. Там указаны все книжные магазины. «Лабиринт». Я не знаю английский, у меня немецкий и французский, поэтому я читаю очень странно. В «Лабиринте» есть, в «Озоне» есть, «Бук-24» есть, «Вильдберрис», правильно ли это? Это тоже есть. Но вы зайдите, пожалуйста, да, в том самом электронный адрес. Кто это хочет мой электронный адрес? Там телефон есть моего 723-5523. Он указан в профиле моего Инстаграма. Этот телефон для прессы. Но если есть какой-то вопрос, можно написать туда. И если Анна, мой секретарь, она сочтет, так сказать, этот вопрос нормальным, то тогда... Аудиокниги, да, аудиокниги есть, Ирочка, но они не все... По-моему, не все, как сказать, озвучены. А эфир я сохраню, да, конечно, естественно.
Ну а зачем? 62-я больница, прекрасная больница. Вы попадаете в замечательное место. Да, и не только они в Казахстане есть, Дашенька. У меня приятели, которые живут на Брайтоне в Америке, прекрасно покупают все эти книги и очень быстро их получают, между прочим. Единственное, что на Украину идет довольно долго и с некоторыми такими проблемами, да, потому что там вот. Но тем не менее, вот. Ой, пусть читает, успокаивается. Книги на самом деле были написаны «Прекрасной долиной» для взрослых, потому что проблемы, которые там поднимаются, они бывают иногда не совсем детские. Да? Взрослому человеку, наверное, иногда надо над чем-то призадуматься. Вот как мне Каженька, Мафуня вернулась, Катюшечка, Мафуня вернулась, пойду с ее, потом вот сейчас с вами поговорю, 8 остановлюсь и пойду, значит, да, вот так вот. Вот. Ну что, мои дорогие, в Аргентине проблемы с моими книгами. Тут, знаете, был эфир по телевизору, первый, что ли, канал, тюрьма Гуантанамо, это на Кубе. И там корреспондент снимает библиотеку. Там книги на всех языках. И он, значит, подходит к стеллажу, там такой стеллаж с моими книгами, и говорит: похоже, здесь есть русские. Вот это меня просто меня, да, очень удивило. Дорогие мои любимые, а наше время эфира заканчивается. Я вас очень люблю. Я только хочу сказать всем тем, от кого ушли собаки, кошки, хомячки, жабки, крыски и все какие-то ваши любимцы, что прекрасная долина на самом деле существует. Что прекрасная долина есть, и наши собаки и кошки, они к нам всегда потом возвращаются. Только вот надо быть внимательным, чтобы не пропустить своего хранителя. Есть люди, которые в это не верят. Но знаете, друзья мои, есть люди, которые не верят и в то, что наши души с вами живут вечно. Вот это, конечно, очень обидно на самом деле, потому что эти люди, они сами себя лишают чего-то прекрасного и чего-то замечательного. Я вам напоследок хочу прочитать абзац, последний абзац из книги «Когда гаснет фонарик». Тьма не способна прогнать тьму. Ненависть невозможно уничтожить злостью. Злость не насытится, даже получив мешки золота. Только любовь способна рассеять мрак, усмирить вражду, победить зависть. Любите друг друга, и тогда ваш фонарик всегда станет ярко гореть, а его свет отгонит от вас 3 чудовищ – ненависть, злобу и зависть. Дорогие мои, я вас люблю.